обычный парень, я родился здесь, в Перми. С баскетболом подружился примерно лет 6. Помню, как купили мяч, на площадке я играл, и какой-то паренек сверху забивал. Я себе поставил цель быть таким же, как и он. Через годы тренировок я буду чемпион. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Подрос, я с мячом не расставался, я здоровый как утес. День за днем тренировался на площадке с пацанами. Двор на двор мы играли, пока не стемнеет. Мячами все стучали, финт, проход, кольцо, я любого обведу. Меня ты не накрыл, сверху я заколочу. Притягивает взгляды, красивая игра. В великой стране сила, в России сила на. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Такой игры, где большие пацаны словно боги на площадке. Баскетбол не в крови, все девчонки просто тают, все девчонки твои. Если в баскетбол играешь, если ты фанат игры, мои рифмы как мячи покоряют корзины. Баскетбол и рэп едины, в России мы непобедимы. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Ну, мы съездили вполне отлично, нам понравилась организация данного мероприятия. Handball Games — это всероссийский турнир по уличному баскетболу, в котором разыгрывалось 4 путевки на московский открытый чемпионат по стритболу. Съездили достаточно хорошо, понравились ребята, которые играют, соперники все на высшем уровне. Играть можно, главное тренироваться. А сколько было команд? 18 команд было, 4 подгруппы, 2 подгруппы по 4, 2 подгруппы по 5. И то есть там проходило так, то, что первый круг все играют друг с другом, а во втором, то есть где подгруппа, где 4 команды, никто не вылетает, они идут дальше все. А где по 5, там одна команда вылетает. Получается 16 команд идут в плей-офф. Вот, мы были в той, где 5. И опыта не хватило, в общем, мы дальше не прошли. Вы уже первый раз, да, у вас такая поездка? Да, первый раз, она как бы, опыта, почему баскетбола как бы в Якутске, видимо, из-за нашей отдаленности как бы не хватает опыта, чтобы, съездить как бы и посмотреть, как другие ребята играют. Как бы здесь мы у себя-то крутимся, как бы все друг друга знают уже, кто как играет. А там как бы, ребята все равно все-таки города-миллионники, как бы, и у них конкуренция больше, видимо, и практики больше, им удобнее ездить. И вот там половина команд приехали в Нижний Новгород с утра, отыграли, и уже вечером как бы они буквально все домой уже к себе уехали. Как бы. Конечно, у нас это отдаленность много, конечно, играет роль, да. А какие планы на следующий год, собираетесь? Так собираемся, конечно, если опять же Министерство спорта и молодежи, если поддержит, спонсирует, то можно будет попробовать, наверное, все-таки поближе куда-нибудь, сначала на Дальний Восток, наверное, как бы съездить, потому что расстояние, конечно, долго, и адаптация, больше. И затрат больше, как бы. На Дальний Восток, Сибирь, что-то, наверное, оттуда надо все-таки начинать было пробовать. Замахнулись, просто немножко не по силам как бы получилось. Спасибо Министерству молодежной политики и спорту. Спонсором нашей команды выступал также тату-салон Катана. Спасибо им огромное. Поддержку Руслану Давлетову. И, конечно, передачу «Мой спорт». Играйте в баскетбол!